Регионы России могут получить дешевые инфраструктурные и бюджетные кредиты на срок до 15 лет под 3% годовых. Об этом в послании Федеральному собранию объявил президент России Владимир Путин. Чем меньше долгов было у региона, тем больше инфраструктурных кредитов он сможет получить. Это одно из важных условий. И у Башкортостана в этой части большие возможности. Поговорим подробно прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня вместе с нами сопредседатель ОНФ в Башкортостане, руководитель аппарата Общественной палаты Республики, публицист Шамиль Валеев. Шамиль Ремзилевич, здравствуйте. Здравствуйте, за столь хорошее представление. Рады вас здесь видеть. Вот мы не зря начали с инфраструктурных бюджетных кредитов, потому что вы на это обратили в первую очередь внимание. Почему? Суммы триллионами наша страна считает редко, тем более триллионами, которые выделены на развитие регионов, как я понимаю, и триллионы, которые выделены на развитие фундаментальной науки. Вот эта сумма серьезная, потому что раньше мы триллионами в течение многих лет выделяли на развитие оборонки, хотя это было не очевидно, но результат уже есть. И мы, благодаря действиям руководства страны, действиям Владимира Путина, можем уже заниматься делами внутри страны. Но вы уже подсчитали, что это десятки миллиардов рублей может получить республика. Да, это серьезная Речь идет сумма. о крупных проектах. Угу. Есть нам что предложить? Давайте мы предоставим нашему экономическому блоку, правительству создавать проекты инфраструктурные, потому что эта вещь неочевидная, такая как завершение восточного выезда, да, это десятки миллиардов рублей, суммы, скажем так, тяжелые для регионального бюджета. Это, допустим, если посчитать, сколько на нашу долю приходится по населению, допустим, по доле населения в России, это 13-14 миллиардов рублей, но это полбюджета Уфы годовых. Серьезные деньги, на которые можно решить, не то что подлатать старые, изношенные, или создать новую точку роста. Это уже дело правительства и его заявочной культуры. В целом, какой характер носило послание президента России в этом году, на ваш взгляд, и почему большая часть была посвящена внутренним проблемам? Внутренние проблемы ждали своего череда. В своей очереди. Да. Это второе послание, посвященное внутренним проблемам, послание президента, потому что в 2020 году этот тренд наметился о том, что социальное содержание послания президента страны и пора уже переходить ко внутренним делам и говорить об этом прямо с цифрами, с фактами, что вчера и было сделано. Поддержка семей, как вы считаете, какой эффект это возымеет? Это долгожданная мера, потому что сейчас чувствуется, что в обществе потребность быть услышанным, потребность в заботе. Наша страна в глубине своей осталась патерналистской и ждет от государства поддержки, тем более, что население и активная часть населения проявила в 2020 году себя очень, скажем так, в режиме сотрудничества, выдержки и достоинства. Мы тяжелый довольно год пережили. И я думаю, что те средства, которые есть у страны на, скажем так, на зализывание ран, на санатории, на поддержку тех, по кому больнее всего ударила экономическая, скажем так, волатильность и нестабильность. Это очень своевременно. Шамиль Ремзилевич, один из крупных проектов, на который обратил внимание президент России, это магистраль Москва-Казань, которая дойдет до Екатеринбурга, и в том числе по территории Башкортостана. М12, если не ошибаюсь. М12, да. Я еще пока не видел, где она проходит. Но она пройдет по территории Башкортостана, вчера об этом мы уже объявили. Стоимость всего проекта порядка 850-900 миллиардов рублей. Как вы считаете, какой эффект здесь мы можем иметь и то, что пройдет по территории нашего региона? Очевидно, что это коридор из Европы в Азию, еще один. И, допустим, мы устали от перегруженной М5. Сколько трагического происходит на наших федеральных трассах, да, где нет полосы для обгона дополнительной. Сколько фур, какая колейность. Я думаю, это нас разгрузит, потому что, не осознавая этого, Уфа является связующим звеном, пропуская трафик и М7, и М5 федеральных трасс. Это практически единственный коридор из Европы в Азию. Это направление Москва-Пекин.
Вот, я думаю, что вот это М12, это разгрузить наши федеральные трассы, можно будет их привести в порядок, например, потому что, как их перекроешь. Какие еще комментарии интересные вот вы для себя отметили? Вчера их достаточно много было, да? И что еще интересного вы можете отметить по посланию президента? Как человек, тяготеющий к науке, и как обыватель, я чувствую себя спокойно, когда знаю, что есть высоколобые, яйцеголовые, фундаментальные ученые, которые думают о послезавтрашнем дне. И то, что на их поддержку впервые выделены осязаемые 1,63 триллиона рублей, если не ошибаюсь, там в течение каких-то лет, чтобы изучать такие материи, как, космос, глубины атома, то, что не несет сегодня прямой прибыли, но может привести к созданию альтернативных источников энергии или защиты экологии. И я как понял, что в качестве 3 тем научных, драйверов науки была определена энергетика, что существенно сейчас, да, зеленая, альтернативная, экономная энергетика. То, что мы не впереди планеты всей по экономии электроэнергии и прочего. И 2 тема это фармакология, которая должна быть суверенной, независимой от иностранных компонентов, потому что иные страны иногда балуют нас санкциями, устраивают нам, скажем так, задевают нас разными способами под влиянием наших геополитических соседей. И 3 тема, которая меня зацепило, это про климат. Надо нам подумать, как изменяется наш климат. Он меняется у нас на глазах, и в связи с этим у нас климат будет хуже или лучше. Мы к этому должны быть готовы, и наука этим должна заниматься. Еще мне запомнилось срок 4 дня, если возникнет, не дай бог, новая напасть, чтобы на разработку современной тест-системы нашей науке производству выделено 4 дня на первичные тесты, и в течение короткого срока должны быть разработаны, допустим, вакцины, если это будет вирусная опасность, не дай бог. Как это важно, мы все поняли в течение 2020 года. Что вы скажете по поводу цифровизации? Как отметил Владимир Путин, 24/7 должна быть полностью доступна вся эта электронная система, которая позволит получить любую госуслугу, да, пособие без очередей, без посещения, получается, государственных органов власти. В каком направлении мы идем, и в этой части какую картину видите вы все-таки по общественной палате и по ОНФ соприкасаетесь с этими темами? Безусловно, госуслуги, цифровые госуслуги, госуслуги без контакта с чиновником, это стандарт. Я хотелось бы, чтобы это было уже завтра. Чтобы любую справку, за которым мы стояли там месяцами, где-то там покупая очереди, или кланяясь, или там унижаясь перед чиновниками, это же прошло 20 лет с тех пор. И та реформа, я думаю, что по цифровым услугам мы близко к тому, чтобы быть впереди планеты всей, насколько я понимаю, бюрократия других стран. Еще особо меня зацепила тема, то, что чтобы люди не унижались, за этими справками стоя в очереди. И электронная виза в нашу страну для поощрения иностранного туризма должна быть из любой страны, чтобы в течение короткого срока люди, которые хотят к нам приехать и посмотреть бурзянских пчел, например, пещеру, например, да, или там индзерские зубчатки, чтобы приезжали не только мы в Исландию, но и исландцы тоже приезжали к нам. Для этого нужна электронная виза. Это хорошая очень мера. Комфортная и удобная, да. Очень большая тема – это газификация страны. Президент России поручил вместе с регионами разработать план газификации в тех домах, где газа нет, и доводить до домохозяйства непосредственно трубу. Но это также затрагивает и тему благоустройства. Да? Опять-таки, по вашему опыту, в республике какая у нас ситуация и эффект, который мы получим? Да. Есть, наша республика высоко газифицирована, надо отдать должное прежним властям. В 90-е годы это была такая основная тема. И у меня дома в деревне, допустим, у нас нет печки в Чекмагурском районе.
нету печки, есть газовое отопление. Но я знаю, с какими трудностями приходилось сталкиваться моим родственникам, чтобы от трубы до забора, от забора до прибора учета, это дорого. И вот сейчас я так понимаю, что на систему газификации наложено обязательство доводить трубу до забора. Это большая поддержка. И отопление это актуальное. Кизиком топить или дровами, или электричеством. Газ для нас актуален. Шамиль Ремзилевич, вы также считаете, что депутаты Государственной Думы, которые изберутся в сентябре во время выборов, на них возлагается большая ответственность для того, чтобы республике было легче реализовывать те моменты, на которые обращал президент во время послания. Почему вы так считаете? Поподробнее, если можно, да? Я думаю, что башкир с папочкой или башкирка с папочкой – это самый модный тренд для будущих и действующих депутатов. То есть, что это означает? Это значит, что помимо выполнения обязанностей перед народом, выражения их воли при создании новых законов, башкирская фракция, созданная в Думе, я надеюсь, что она будет большой, она должна также иметь доступ во все коридоры власти, независимо от того, там это местные, там или не из Башкирии, там могут быть депутаты, вполне нормально, лишь бы у них был высокий джиаровский, высокий лоббистский потенциал. Я думаю, что KPI их будет мериться также в том, сколько денег они помогли республике привести из федерального бюджета. Насколько это сложная задача? Сложнейшая задача, и механизм ее, механический, скажем так, способ ее реализации, это дежурить в приемных, быть своим, быть убедительным, постигать основы джаровской науки, лоббизма в хорошем смысле слова регионального. Я думаю, что это реализуемо. Но вообще, как вы оцениваете те уже усилия, которые принимаются, для лоббирования башкирских интересов, как вы говорите, и что вкупе это может дать вместе со следующим депутатским корпусом? Я думаю, наши депутаты должны работать в тесной связке с правительством, с экономическим блоком для того, чтобы сопровождать проект, допустим, задуманный здесь, или муниципальными, уфимскими властями, например. Я думаю, что должны быть закрепленные за нашими проектами депутаты, которые обеспечивают и пиаровскую, и джаровскую, и прочую столь важную в коридорах власти поддержку. Спасибо вам большое, Шамиль Ремзилевич. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был сопредседатель ОНФ в Башкортостане, руководитель аппарата Общественной палаты Республики и публицист Шамиль Валеев. Мы обсуждали главные тезисы послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.